со всем этим напряжением. И я не успела сказать вот о чем. Ну, понятно, и там то, что эпос – это основа вообще нашей историко-культурного наследия. То есть ничего нет у нас в культуре более ценного, чем эпос, на самом деле. Потому что там все. Там и этнография народа, там и психология народа, там и история, ну, вообще все стороны жизни, даже экономика, понимаешь? Вот сюжеты, которые, вот смотри, с одной стороны, значит, борьба животных, с другой стороны, борьба вот людей, да, а третье – угон скота. Угон скота – это же вообще, ну, вообще тема, вот, понимаешь, ради чего-то, ради чего вообще велась борьба-то, понимаешь? Ну вот я считаю, что вот дети наши вообще, неважно, кто они там, русские дети, хакасы дети, они с самых корней должны впитывать сюжеты героического эпоса. Понимаешь, только тогда у них будет вот где-то вот к юности, ко всему, как-то образуется эта культура, понимаешь, культура, вот культурное достижение. Вот я всегда поражаюсь. Вот когда я бывала вот в молодости в Ереване, там вот самый такой маленький, все знают все. Вот все корни свои знают. Мадонна Даран, знает всех древних поэтов, всю культуру древнюю. Просто такое, я так восхитилась. Даже стихи Игиша Чаренса выучила наизусть, до сих пор помню. Вот, и понимаете, вот только так воспитывается. А еще я хотела сказать о том, что вот Шулбаев хорошо сказал Альберту в этом репортаже, что вот у нас в рукописном фонде лежит 200 с лишним автограммах. Из них издано только 2. Алтынарах и Айхочин. Нормально издано, как это должно быть. Представляете, то есть это же надо создавать вообще вот институт Алаптыгнамах, так же, как Аланхо, там, допустим, у якутов, Манас, институт Манаса у киргизов, понимаешь? Ведь это основа для всех, и для художников, и музыкантов, писателей, драматургов, да кого хочешь. Добрый день, Оленька, добрый день. Добрый день. Вот. И я хотела вот эти идеи-то как раз, чтобы прямо прозвучали, и надо вообще поднимать вопрос, Сергей, об этом.